Далее. Таджикистанский центр по правам человека, за ним Казахстан. Предоставляю слово Таджикскому центру по правам человека. Здравствуйте, дамы и господа. Я Сулаймон Орзуев. В Таджикистане со дня прихода к власти Рахмона не проводилось еще ни одного санкционированного митинга, шествия или пикета. Само слово «санкция» переведено как разрешением и несанкционированная акция воспринимается обществом как преступление. Несанкционированная акция протеста организуется и проводится самой властью с помощью своих фейковых общественных организаций, наподобие молодежной организации при МВД «Авангардом» с заведением, постоянством перед зданием посольством европейских стран, США, ООН и ОБСЕ. Как вы помните, последние 2 года перед началом конференции БДИЧ ОБСЕ в Варшаве. Можно? Как вы помните, последние 2 года перед началом конференции БДИЧ ОБСЕ в Варшаве, в Душанбе у здания ОБСЕ проводились митингов против участия оппозиции на этой конференции, и устроители как акции вели себя очень агрессивно, но никто не понес наказания. И сегодня некоторые из активистов этих акций, по нашей информации, выключены в состав таджикской проправительственной делегации. Когда рабочие компании «Фароз», принадлежащие Зият Рахмона, вышли перед зданием этой компании в знак протеста против снижения оплаты их труда, их привлекли к ответственности, или участники флешмоб в поддержку лидера партии «Новый Таджикистан» Зайд Саидова были подвержены административному аресту. В прошлом году 2 женщин-активисток организовали сбор подписей под петицию против повышения цен на интернете, и благодаря этой акции Рахмонов лично отменил решение антимонопольной службы на работники. Но работники МВД и КГБ им это... Простите, ваше время истекает. Пожалуйста, заканчивайте. Им этого не простили, но до сих пор они подвергаются давлениям со стороны силовников. Спасибо большое за внимание.